На федеральных дорогах республики 8 мест концентрации ДТП. Вот одно из них у поселка Новониколаевский. Вроде бы все безопасно. Есть светофор, но при этом только за прошлый год здесь произошло 4 ДТП с 11 пострадавшими. 2 человека погибли. На федеральных дорогах в республике за прошлый год погибли аж 109 человек. По количеству это жители одной маленькой деревни. Исправлять ситуацию намерено через улучшение инфраструктуры. В этом году начнется строительство 3 транспортных развязок у поселка Новониколаевский и 2 у границ набережных Челнов. Практика показывает, что хорошие дороги снижают количество трагедий. Только 3 погибших, 3 пешехода переходили проезжую часть в положенном месте, то есть по пешеходному переходу. Тут вина водителя. А у остальных уже 29 минус 3, 26 пешехода, они то находились на проезжей части вне, но не имея цели перехода, или просто шли по проезжей части. В этом году начнется и реконструкция подъезда к Казанскому аэропорту. Здесь сделают пешеходные переходы, эстакады и расширят проезжую часть. Стоимость 4,5 миллиарда рублей. При этом реконструкция развязки у Иннополиса отложена на 2021 год. Тогда же планируют начать строительство 90-километрового объезда Челнов через Каму. У нас проектируется еще один объект строительства путепровода через железную дорогу на 243-м километре автомобильной дороги Казань-Оренбург в районе поселка станции Куль-Шарипова. В этом отремонтируют 130 километров дорог федерального значения. 6 участков на трассах М7, Волга и Казань-Оренбург. Дорожные работы пройдут в Чистопольском, Новошишминском, Нижнекамском, Бавлинском и Бугульминском районах. Салават Ухмадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.